Муж навсегда остался инвалидом. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие бесчинства творятся в Таджикистане и кто должен это предотвратить. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд района Исмаили Самани города Душанбе обязал МВД Таджикистана выплатить семье Хасана Йодгорова из Турсунзаде 5000 самани в качестве компенсации за пытки в милиции в 2017 году. Семья Йодгорова требовала от правоохранительного ведомства 400 тысяч самани, утверждая, что трое сотрудников милиции пытками и побоями заставили Хасана Йодгорова признаться в несовершенном им преступлении. Близкие Хасана Йодгорова заявили, что не согласны с решением суда. В суде столичного района Исмаили Самани сказали, что приговор был вынесен 7 октября и еще не вступил в законную силу. От дальнейших комментариев в суде отказались. Таджинисаи Иззатулло, жена Хасана Йодгорова, сказала, что считает решение суда несправедливым. 5000 самани – это разве деньги? Они хотя бы знают, какой урон нанесен нашей семье. Мои дочь и свекровь заболели, муж стал инвалидом, возмущается женщина. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, какой размер компенсации должен быть? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Близкие Хасана Йодгорова заявили, что он сейчас чувствует себя неважно, и ему лучше пока не общаться с журналистами. В коалиции гражданского общества против пыток и жестокого обращения в Таджикистане, которая предоставила семье Йодгорова адвоката, сообщили, что гособвинитель в суде отверг заявление о пытках, а судья обязал МВД Таджикистана выплатить семье Хасана Йодгорова 5000 самани в качестве компенсации. Житель города Турсунзаде Хасан Йодгоров в 2017 году 8 месяцев отсидел в следственном изоляторе по обвинению в убийстве и вышел на свободу после того, как был пойман другой подозреваемый. Дело рассматривалось более 3 лет. Верховный суд Таджикистана в 2019 году направил дело на дополнительное расследование в Генеральную прокуратуру, и после того, как было получено заключение, 17 марта началось повторное расследование дела. По словам адвокатов, защищающих права Хасана Йодгорова, дополнительное расследование показало, что на теле Йодгорова сохранились следы пыток. Близкие Хасана Йодгорова заявляют, что после пыток он до сих пор не пришел в себя. Верховный суд Таджикистана 17 июня прошлого года приговорил к различным длительным тюремным срокам 3 сотрудников милиции, обвиненных в применении пыток в отношении жителя города Турсунзаде Хасана Йодгорова. Уголовное дело в отношении Хасана Йодгорова было возбуждено после убийства официанта из Турсунзаде Дмитрия Каримова осенью 2017 года. Тело погибшего было обнаружено на съемной квартире. Таджикская ТВ показала подготовленный МВД видеосюжет, где подозреваемый в убийстве Хасан Йодгоров признал свою вину. Он дружил со своей жертвой. 6 ноября вечером пришел в квартиру, которую снимал Дмитрий, якобы с целью поговорить об аренде квартиры, но на самом деле с целью грабежа. Как признался сам Йодгоров, он зашел в квартиру, говорил с Дмитрием, а когда тот повернулся, вытащил нож и нанес ему удар сначала в левый бок, а потом в правый. Когда от неожиданных ударов Дмитрий нагнулся, Йодгоров нанес ножевой удар в шею. Он признался, что ударил 5 раз ножом, сообщалось в телевизионном сюжете. Однако в августе 2018 года, после 8 месяцев в СИЗО, Хасана Йодгорова отпустили. Это случилось после того, как был задержан настоящий убийца, житель Турсунзаде Леонид Мальченков. Его вычислили после продажи им мобильного телефона жертвы. Осенью 2020 года Мальченков был приговорен к 21 году лишения свободы. В Таджикистане пытки подозреваемых и принуждение их к даче признательных показаний являются актуальной проблемой. В 2019 году власти страны ужесточили наказание для лиц, виновных в применении пыток и жестокого обращения. Сейчас им грозит исключительно тюремное заключение сроком от 2 до 15 лет. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, ее вообще можно решить или нет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!